Привет, друзья! Сегодня у нас зима наступила 8 апреля. С утра начал снегопад. Вот так у нас. Почти каждый год, ежегодно так у нас наступает. Но в этом году немножко суровый. Еще продолжается несколько дней. 8, 9, 10 прохладно будет погода. На следующей неделе после Пасхи потеплеет. Но это посмотрим. Сейчас, конечно, не могу сказать. Но интернет, что у нас будет минус 10 градусов мороза ночью. Сегодняшний день уже наступает до минус 8 ночью будет. А сейчас уже днем минус 3. Сейчас, конечно, я просто погуляюсь. Такой погоды я впервые вам снимаю на прямой эфир. Напишите комментарии, как у вас связь и мой голос. Может, пропадает связь, потому что без VPN не ловит. Собака лает, кавкает. Сейчас выпал снег где-то почти уже 5 сантиметров глубина снега. Представляете, даже больше будет, наверное. Завтра посмотрим. Завтра, конечно, будут зима настоящая. Я удивлен, конечно. Северные комы, конечно, так и будет, как всегда, ежегодно. Потому что сейчас перелетные птицы, конечно, приближаются, но у нас перелетные птицы уже, скоростни уже в моем домике уже есть, но им, конечно, очень холодно. Сейчас ветер, конечно, сильно дует. Не хотел, конечно, снимать с утра, как начался снегопад. Сейчас время, конечно, 11 часов по московскому времени. Вот. Но у нас вот речка уже открытая. Даже в реках уже ледоход. Хотел тоже показывать вам прямой эфир. Этого невозможно, такой сильно дует. Сейчас, конечно, я удивлен, просто невозможно северные комы так встречать, когда наступит весна и вдруг зима. Просто удивлен. И знаете, несколько дней еще продолжится, когда встретимся Пасха. Но суббота-воскресенье чуть потеплее, суббота-воскресенье. Вот скажем, сегодня 8 среда. Четверг, пятница еще продолжается, такие зима. Ну, посмотрим, как будет снег.
Я удивлен, что весна растаял почти полностью снег. А как растаял, так же обратно будет снег. Значит, ну, так, Юлия Федорова, спасибо, что написали. У нас только снега будет, не знаю, 3 дня еще будет. Но сейчас надо обратно идти, а то обратно уже ветер дует. У меня, конечно, зонтиком чтобы ветер не... Я, конечно, Юлия Федоровна, конечно, я проживаю в Республике Коми, в Подкаратских районах. Сейчас обратно будем идти. Я в прошлом году, конечно, поснимался так же, только не такой же был снег. В прошлом году чуть было снег, а в этом году вот только уже упало. Выпал снег очень много. У меня до колена уже почти, скажем, 5 сантиметров глубина снега уже есть. Побыстрее пойду, а то собака кавкает. Сейчас покажу вам, у меня самодельный домик для курочника. Там курочь, конечно, караул и кричит. Что курочь кричит, что зима наступила. А скворечники сами виноваты, что они не знают, что у нас будет еще зима. Шалом. Ну, у вас тюк-тюк-динский, конечно, тоже. По интернету я смотрел, что у вас тоже тюк-тюкары. Также, и знаете, еще хочу сказать вам, городские тюк-тюкарские, вот кто имеет машины легковые и слишком рано обувались на летние шины. И знаете, это уже вы сами будете виноваты. ГИБДД сегодня будут останавливать. Так, вот у меня самодельная скорость. Там внутри она так что, ребята, я хотел, конечно, я вам уже рассказал неделю назад, что у нас наступит еще похолодание. Я даже это не знаю, каком число, но начало апреля. Я вам уже, по-моему, 1 апреля, по-моему, рассказал, что похолодается еще до вербный день. То есть начинается вербный день, и после Пасхи, то есть до Пасхи, будут похолодания. И извините, что я буду все равно немножко грубоват, что водители тупые, обувались летние покрышки, им будет сегодняшний день очень опасная дорога. Вот, это да. Именно тупые молодежи, лихачи, им скорость набирает наоборот, кто обувался на летней. Я, главное, что безопасное место. Хотел, конечно, на велосипедах ездить, на фэтбайках. Но если прекратится снегопад, 100% я прокачусь на велосипедах, фэтбайке.
такие погоды, конечно, не помеха, не беспокоит ни капли, а наоборот, радость. Так что, ребята, можно еще даже в снегоходах кататься. Представляете, но лужа очень много. Да, даже отсюда я вижу лужа, вот небольшая лужа. И снегоход будут проваливаться. Вот так вот. Ну, Василий, я вам, конечно, не хочу даже запустить снегоход. Не хочу. И не буду даже. Потому что невыгодно, неудобно. И никто не платит за это фильм. И я не буду даже запустить. Если было видео, прямой эфир, платная услуга, конечно бы удовольствием бы. А я так не хочу. И я не дурак, чтобы запустить, тратить деньги, тратить бензин. Сейчас бензин стало немножко дефицит. Но пока у нас Республика Коми, пока еще можно радоваться. Но цены поднимают так высоко, что каждый будут подниматься. Пока еще идет война, а война закончится и посмотрим. Связь, наверное, пропал. Напишите комментарии, связь, как у вас. Сейчас будем обратно путь домой. Ну вот, видите, сколько много снега выпало. Вот смотрите, я все убираю вот так. И посмотрите, сколько выпал. Ну, где-то вот уже. Вот смотрите. Где-то уже мои ладони уже вот выпал сегодняшний день с утра. Хорошо, Василий. И еще идет снегопад. И читай уже сколько выпал снег. 5 сантиметров уже есть. Местами может больше. Ну, конечно, вон еще у меня скоростник самодельный. В прошлом году я сделал. Там скорость тоже есть. Она там внутри. И там еще, который я показывал вам. Так что, ребята, это короткое видео было. Если что, снова свяжусь с вами. И кто посмотрел, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Будьте здоровы. До встречи, до скорого.